Почти 1500 велолюбителей провели минувшую ночь на колесах. В Сыктывкаре состоялся традиционный веломарафон. В этом году поддержать жителей республики приехали гонщики из других регионов. По городским автодорогам они проехали 10 километров. Репортаж Виктории Размысловой. К тому времени, как на Стефановской площади Сыктывкара стали собираться велолюбители, дождь лишь усилился. Большинство участников масштабного флешмоба достали дождевики и плащи. Впрочем, нашлись и те, чей энтузиазм от сильного дождя поутих. Мы выехали с орбиты, когда не было дождя. А сейчас дождь пошел, думаем, может ехать обратно. Что толкнуло в такую погоду прийти участникам? Просто съездить и все, прокатиться. Погода не смущает? Нет. Мы уже 4-й год подряд поддерживаем данное мероприятие. В этом году решили атрибутику нашего триколора одеть, потому что День России, приближающийся день, это чемпионат мира по футболу, это тоже праздник для России. Среди участников девятиклассник Александр Ерухин и его изобретение Капитрайк. Из спонтанной идеи скрестить велосипед и гироскутер за 2 недели получился самоходный транспорт, ставший гордостью изобретателя. Капитрайк развивает скорость до 25 км в час, он устойчивый и очень маневренный. На данный момент имеем уже 3-колесный электровелосипед, только без педалей. У него задняя часть полностью почти от гироскутера, то есть это 2 мотор-колеса. Передняя часть от обычного велосипеда. И под платформой стоят блоки управления моторами. Гироскутер — это такая штука достаточно травмоопасная. А эта вещь, она устойчива, она автономна, она может очень быстро и далеко ездить. В этом году марафон не смог побить рекорд по числу участников. На старт вышли около 1500 велолюбителей. Зато флешмоб отличился широкой географией. В столицу Коми, чтобы специально поучаствовать в велоночи, приехали путешественники из Пскова, Чебоксар, Краснодара, Кургана и Санкт-Петербурга. Организаторы ежегодно готовят для них самые безопасные 10 километров маршрута. Сыктывкар — один из немногих городов, где один раз в году на час велолюбителям перекрываются полностью вся ширина улицы. Мы уже расставили людей, волонтеров, сотрудников ГИБДД, очень много на маршруте стоит. Все особо опасные участки мы проехали заранее много раз, знаем, как себя вести. И мы всегда шутим, за нами только катафалк не едет. Все остальные службы едут. Долгожданный старт, и велосипедисты, на час полноправные хозяева трассы, отправляются в путь с настроением, улыбками и непринужденными беседами. Велоночь не соревнование, подчеркивают организаторы, а возможность проехать по городу и завести новые знакомства. Завершился марафон традиционным розыгрышем призов. Виктория Размыслова, Владимир Шишкунас.